Самое неприятное в работе на телевидении – это когда герои, с которыми ты заранее договорился на определенную программу, в последний момент они отказываются или у них какие-то дела, и в последний момент ты понимаешь, что ты должен выкручиваться, и это очень напрягает. Большинство спортивных мероприятий планируется и проводится в выходные дни, когда все люди отдыхают или находятся на тех же соревнованиях, или в качестве зрителей, либо в качестве участников. А нам приходится работать, освещать это все. Приятно, когда ты идешь к человеку, хочешь получить определенную информацию, и тебе не выдают то, что тебе хочется слышать и как бы передать. Из-за этого бывают срывы, а срыв это уже, сами понимаете, и на зарплату влияет, и все такое. Погодные условия, они не должны как-то спасать нас, мы все равно выезжаем, идет снег. Приходится работать и в снег, и в стужу, и в холод, в любое время. И приходится работать порой в выходные, болеть нельзя. Иногда бывают поздние выезды, и до тех пор, пока ты не доделаешь материал, ты не можешь пойти домой. Иногда даже вот на днях ходил домой 3 часа ночи, понимаете. Непосредственно тему узнают прямо перед выездом. То есть уже нет возможности и времени подготовиться к этому, приходится оперативно выезжать, там же как-то на месяц ориентироваться. Мы никогда не знаем, как одеваться, потому что хочется быть как-то девушкой, прийти на каблуках, туфли, но обязательно, когда ты приходишь вот такой вот, тебя отправляют на какую-нибудь несанкционированную свалку и так далее. Что не так? Ненормированный график, непредсказуемый рабочий день, съемки в любую погоду и в выходные. Порой все эти условия кажутся невыносимыми для работников голубого экрана. Но все это лишь часть того, на что ты подписываешься ради главного результата. И самый хороший результат – знать, что ты делаешь свое дело во благо, а не во вред. Знать, что ты вносишь хоть маленькую, но лепту в процесс формирования общественного сознания. Доброе утро всем! Привет, спасибо. Да, прошли выходные. Ничего, здорово. Я подготовила вас что? Смотрите, девчат, у нас очень важная тема. 27-го у нас годовщина, то есть ровно год, как мы вещаем. И нам, естественно, нужно сделать очень важный и особенный какой-то эфир. Да, какие у вас есть предложения? Диан, да. Что у нас будет на утреннее меню? Я пока не знаю, но что-нибудь вкусненькое. Хорошо. И поздравления. Да, не забывай. Хорошо, в конце. Отлично. Шеф, а я предлагаю тему шляпы в офисе «За» и «Против». Отлично. Именно так начинается утро в редакции утреннего вещания. Выбор темы, распределение сюжета, выезды и, конечно же, хорошее настроение. Не отвлекаемся. Давай. Продолжаем. Телевидение – это не только те, кто говорят в микрофон, придумывают темы и пишут тексты. Это большое количество людей, чьи лица всегда остаются за кадром, но без работы которых невозможно увидеть всю картину. Продюсеры, редакторы, монтажеры, режиссеры, ну и, конечно же, операторы. Люди, от которых напрямую зависит то, что мы видим на экране. На выезде всегда зависит от слаженной работы и оператора, и корреспондента. Конечно, у оператора, когда в день по 2-3 выезда, он уже сам ориентируется на месте, что, как делать, с какого ракурса снимать, какой фон выбирать. Некоторые люди относят журналистику к творчеству, некоторые к ремеслу. Достоверно известно одно. Сколько бы ни было неудобств, сложностей и препятствий, если человек один раз попробовал себя в этой порой противоречивой профессии, вряд ли он захочет променять ее на другую. Хотя бы потому, что журналистика – это всегда движение вперед, это всегда изменение, рост и саморазвитие. Эти ситуации форс-мажорные, они помогают тебе как бы показать, кто ты есть на самом деле и подходишь ли ты для этой работы. Все равно ты находишься в гуще событий, это интересно. Ты общаешься с самыми разными людьми, с интересными и неинтересными, со всякими, и это очень круто. Очень интересная работа, и коллектив очень хороший. Коллектив. Молодой коллектив, хорошие люди. Все как-то слажено, как пчелы, потому что все взаимосвязано. Творчески реализовываться, доносить до людей информацию, которую, я считаю, необходимо донести. Очень много полезной информации, которую люди могут использовать в своей жизни. Ты всегда в курсе событий, что, как происходит в Ингушетии. И мне такое ощущение складывается, что я как бы знаю, все знаю. Да? Очень сложно, на самом деле, уйти отсюда, и тут все держит, если честно.